Мен сағынған ең қиығы менің өретшім. Ол прай бұлғалар кіші, тазы шүтке дәрі санынапша. Осенью очень красиво. Листья желтеют, осыпаются. Летчик болмаспын, сағын залғанын. Нет, летчиком не буду, решил я. Ну, 30 лишних лет работаю. Тяжелая работа. Круглый год. И в жару, и в холод. С овцами, со скотом. Трудно. Когда человека хотят обидеть, говорят, что он дурак, как овца. А век дураками не назовешь. Их обмануть трудно. Вовремя не накормишь, просят еды. Человека можно обмануть, а их овец нет. Поете, когда пасете? Петь в горах старики не разрешают. Хозяин гор может рассердиться и может следы твои запутать. Петь в горах нельзя. Себебі видео қойға düşüşetse sağın bir şey zevkli. Улуғылы bir çarpmanır, sarılır şurada. Kendinin tağıydı, afarışıydı. Sarılır şurada çarpmazdı. O tağıydı kırmazdı, hadi denir.
на перевіртік, на кебазақтық. Только овцы меня не узнали, убежали. Я теперь одеваюсь, как в городе, новая шапка, одежда. А я, как отец, буду челном, алыбым. Пошли, сам честный. О чем думаю, разговариваю сам с собой, когда думаю, куда овец погнать. Сегодня туман, поэтому овцы в низине. Здесь мне нравится, красиво. Горы, степи. Здесь сытно и хорошо. Yürüyeceğim yolunda var, çağızlar var, hadiyem, tükşatın kürsem. Вот и закончил работу на сегодня. В свободную минуту любуюсь красотой родной земли. Я здесь родился, здесь живу и работаю. Не перестаю восхищаться этими горами, природой. А какой народ трудолюбивый и добрый, что хочется тахпах спеть. Haydi, bizim şehirler çaksılı. Onlara хозяйственный bu проект olsun. Yürünür, sarımıza gelip geçe. Kayılca akar sular üstünde, gölge görbener, özü görbener. Mine geçecek, alacağım dalar, çaksı konuklar, mında bastalı. Ağın çoğlayacağım, uğa görünür. Ağın çoğlayacağım, uğa çastalı. Ağını ararım, olğanlar kızlar, anda
мое детство, о мои дороги. Они находятся здесь, в зале. Поаплодируем им. Евгений Чапков, Елизавета Тахтовина и Стас Толчинаев.
И, наконец-то, для официального открытия Года российского кино в Хакасии мы приглашаем на сцену заместителя главы Республики Хакасия, председателя Республики Хакасия, правительства Владимир Александрович Крафт. Добрый день, многоуважаемые участники этого мероприятия. Я рад возможности находиться с вами в этом зале и в очередной раз убедился в правильности мысли, что когда вместе просматриваешь какое-то произведение, вот появляется ощущение и желание обнять как родных и близких людей. Вот фильм, откровенно говоря, вернул меня в детство, я сам сельский житель, мне все это знакомо, близко. И завораживающий голос Читхана, чарующие вот картины природы. Я посчитал в конце свой пульс на 10 раз, он стал мне 30 тише. Мне кажется, он даже лечебный эффект какой-то имеет. К сожалению, я вижу здесь в этом зале очень мало мужчин и парней. Я, конечно, понимаю, что хорошие мужчины на дороге не валяются, как правило, на диване около телевизора, но мне кажется, это не очень правильно. Иногда в голову приходит мысль, может быть, этих телевизоров не было бы и лучше бы нам жилось. Это возможность встретиться друг с другом, пообщаться, обменяться мнениями. Вот я, к счастью, такое удовлетворение почувствовал, что нет этих взрывов, каких-то там стрельбы, какой-то агрессии. И искренне надеюсь, что вот сегодняшний повод, ради которого мы собрались, он все-таки позволит нам вот эту какую-то критическую массу этих зарубежных фильмов в нашем и кинопрокате, и по телевидению уменьшить. Последние 9 лет президент Российской Федерации каждый год посвящает той или иной актуальной сфере, теме, привлекая к этому общественное мнение. 2008 год это был год семьи, затем был год вот все по порядку молодежи, учителя, российской истории, российской космонавтики, охраны окружающей среды, культуры, литературы. Ну и учитывая, что важнейшим из всех искусств является кино, 2016 год объявлен годом российского кино. Что это означает? На мой взгляд, это своеобразный сигнал власти. Мы про вас помним. Вот в суете пробегающих дней и лет, конечно, накапливается огромное количество проблем в любой сфере, до которых в обычное время руки, к сожалению, не доходят. И вот творческий год какой-то объявленный, это, на мой взгляд, своеобразная такая возможность для профессионального сообщества по их предложениям, проектам получить одобрение на самом верху, что называется, и получить соответствующую поддержку, иметь возможность реализовать себя. Вы знаете, есть такая организация ЮНЕСКО. При ней существует программа. И эта программа предполагает сохранение очень высококачественных фильмов, снятых кинорежиссерами с мировым именем. В настоящее время в этой программе около 800 фильмов из 49 стран. И нахождение в этом списке дает возможность просто в великолепном состоянии сохранить все копии самых одобренных фильмов, соответственно, иметь возможность показывать по всему миру. Но это и своеобразный престиж страны, возможность культивировать свой образ жизни, понимание жизни другим странам. К сожалению, наша страна вот в 90-е годы пропустила вот этот вот момент. Ни одного нашего фильма, количество замечательных которых огромное просто, в этой программе нет. Я надеюсь, что вот год российского кино позволит нам в том числе реализовать эти мероприятия. В прошлом году была, на мой взгляд, поставлена, ну, как минимум она звучала тогда как амбициозная задача. Минимум в прокате должно быть российских фильмов 20%. Вот по итогам прошлого года цифры были по 9 только месяц, у меня данные. Оказалось, что 19%. Ну, по крайней мере, уже какой-то элемент замещения вот этого вот разумного, нашего, родного,
нашего образа жизни, а не переформатирование вот наших мозгов, вообще нашего поведения на какой-то другой лад. Указ президента был 7 октября. У нас в республике глава Виктор Михайлович Зимин подписал соответствующее постановление, был создан оргкомитет, который занимался разработкой мероприятий для включения в план по подготовке и проведению года российского кино. Я сейчас не буду озвучивать все мероприятия, там их 168. Несколько моментов только, может быть, озвучу. Вы знаете, большое внимание уделено сельской местности, показу фильмов в поселении, развитию киноиндустрии. Мы абсолютно взвешенные люди и понимаем, что какого-то такого огромного прорыва, конечно, не будет. Но, на мой взгляд, будут реализованы определенные меры, которые позволят сориентироваться в направлении деятельности, какой-то стартовый такой определенный скачок дадут, поймут, что этим надо заниматься. Вот на уровне республиканском мы очень много тоже реализуем мероприятий. Ну, наверное, наиболее важные будут реализованы в рамках нашего 6-го туристо-культурного форума «Сибирь», который пройдет, там конец у нас июня будет, начало июля. Совместно мы там вплетем и наш республиканский замечательный праздник Тун-Пайран. И в рамках этого мероприятия мы презентуем прекрасное игровое кино студии нашей «Хакасфильм», которая, кстати, создана в 2008 году. Как раз с этого года и начались тематически объявляться годы. Этот фильм будет называться «Слепой охотник» по произведению Костякова. Я уверен, что он вот таким вот посылом, спокойным, умиротворяющим, кстати, показывающим, что люди в глубинке живут несколько по-иному, но они тоже счастливы. И мне вот в голову приходит